Галерея «Дорога памяти» – проект, не имеющий аналогов в мире. Это не просто музей и мемориальный комплекс, а галерея истории, которая хранит судьбу и имя каждого, кто привел к победе в Великой Отечественной войне, в том числе и бойцов из Абхазии. Длина музейного комплекса – 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту, подробную историю каждого дня войны. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа оставил запись в книге почетных гостей музея. Каждый из 35 залов галереи отличается формой подачи и драматургией. С помощью интерактивных средств посетители могут менять окружающую обстановку, получать доступ к редким видео, фото и аудиоматериалам Великой Отечественной войны. Дорога памяти – это символ великой страны, символ великого народа и великой победы. Это наша общая история, наша общая победа. В музейном комплексе есть экспозиция «Река памяти». Я сегодня имел возможность найти там своего деда Авис Барасима Касеевича, участника Великой Отечественной войны, его родного младшего брата Авизба Азиза Касеевича. И впечатления переполняют, и переполняет гордость за своих предков, за своих старших. Члены абхазской делегации также осмотрели выставку новейшей техники и оружия, которая организована здесь же, в парке «Патриот», в рамках армейских игр 2020. Кроме того, побывали в главном храме Вооруженных сил России. Этот храм был построен в рекордные сроки в честь Воскресения Христова и посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах. Высота храма вместе с крестом составляет 96 метров, и это не случайно. В 960 году родился святой равноапостольный великий князь Владимир, святитель земли русской, в честь которого освящен малый нижний храм. Диаметр барабана главного купола составляет 19 метров 45 сантиметров. Тоже не просто цифра. В 1945 году закончилась Великая Отечественная война. Высота звонницы составляет 75 метров. В 2020 году исполнилось 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Высота малого купола составляет 14 метров 18 сантиметров. 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Все, что мы сегодня увидели, подчеркивает еще раз величие государства российского, величие народа и величие духа. Безусловно, победа абхазских военнослужащих в заезде танкового биатлона, одного из самых зрелищных и сложных конкурсов игр, стала настоящим подарком как для болельщиков команды, наблюдавших за ходом соревнования, так и для всех жителей Абхазии. Особую гордость вызывали национальные флаги, развивавшиеся на трибунах, и абхазские танкисты, лейтенанты вооруженных сил Министерства обороны Яшар Ашуба, Роберт Хашба и Зураб Кварчия, которые показали высокий уровень подготовки и выступили достойно, несмотря на небольшой опыт участия в подобных мероприятиях. С успешным выполнением поставленной задачи военнослужащих поздравил лично министр обороны Владимир Ануа. Все это время Московский культурно-деловой центр Республики Абхазия осуществлял информационную и моральную поддержку нашей команды, участвовавшей в армейских играх. В первую очередь я хочу поздравить команду Вооруженных сил Республики Абхазия с победой в своей группе. Команда нашей страны участвует в международных армейских играх впервые, и это, безусловно, отличный результат. И я считаю, что это важный опыт взаимодействия с вооруженными силами Российской Федерации. Мы гордимся нашими ребятами, и я уверен, что главные победы у нас еще впереди. Международные армейские игры 2020 завершатся 5 сентября. Абхазские военнослужащие примут участие в заключительном этапе конкурса «Полевая кухня» и выступят на открытой сцене Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в рамках культурной программы. Кроме того, 29 августа в Пензе пройдет конкурс «Мастер-оружейник», который включает в себя состязания на реактивных установках «Град». Ирина Аршба, Абхазское телевидение.